В Ухте достигли 60% показателя по количеству вакцинированных от ковида среди населения. Именно с такого соотношения начинается формирование коллективного иммунитета. А вот с сезонными прививками от гриппа ситуация в городе сложнее. Эпидсезон приближается, а активность ухтинцев пока недостаточная. С 13 сентября привито только около 2500 человек. О прививочной кампании в Ухте расскажет Виктория Науменко. Сезонный грипп никуда не делся даже в пандемию, заявляют врачи. Один вирус никак не вытесняет другой, поэтому опасность подхватить болезнь сейчас повышается в разы. А течение и, главное, осложнения после гриппа могут быть не менее грозными, чем от ковида. Особенно тяжело протекает грипп типов А и Б. В течение нескольких часов они глубоко попадают в слизистую оболочку дыхательных путей и плюс дает входящие ворота для бактерий. То есть у нас могут быть два вида осложнений тяжелых. Кроме того, что сам по себе грипп протекает тяжело, осложнений как вирусного характера, вирусные пневмонии, например, менингоэнцефалит, например, да. Также и бактериального характера. Это бактериальная либо смешанная пневмония, синуситы, отиты, нефриты. То есть они могут поражать любой орган. Поэтому лучше не рисковать и не выбирать меньше из зол, говорят доктора. Кстати, заболеть гриппом и ковидом одновременно тоже возможно. В группе риска дети до 6 лет и люди старше 60. Увы, население именно этого возраста прививается пока менее активно. Чаще работающие граждане, представители профессий сферы обслуживания, врачи, учителя записываются на коллективную выездную вакцинацию предприятия. Поэтому прививки от гриппа стараются делать максимально доступными. У нас работают 5 бригад, плюс выездные бригады, которые будут стоять и на Первомайской площади, выезжать в поселок Подгорный, поселок Дальний, на Комсомольскую площадь. То есть там, где мы можем делать вообще все виды прививок, как от ковида, так и по национальному календарю, так и против гриппа. В середине сентября в Ухту поступило 17 тысяч доз уже проверенного совигриппа отечественного производства, которым можно прививать с 6 месяцев, а также 2200 доз нового отечественного препарата Ультрикс Квадри, рекомендованного для людей до 60 лет. После первой вакцины иммунитет формируется в течение 3 недель, после Ультрикса Квадри в течение 8-12 дней. В любом случае прививаться важно уже сейчас. Я всегда прививался. Не хочу сильно болеть. Ну, потому что позже будет бесполезно уже. И не буду делать прививки, когда уже эпидемия пойдет. А каждый год от гриппа прививаетесь? Сейчас да. Я меньше болею. Или если болею, то так слегка. Прививку от гриппа делают по тому же алгоритму, что и от ковида. Запись, если прививают не в передвижном мобильном комплексе, осмотр терапевта с уточняющими вопросами и сама инъекция. Единственный нюанс – прививаться от гриппа в Ухте можно только прикрепленным к поликлинике, в то время как от ковида прививают всех желающих. Записаться на вакцинацию от гриппа можно также через госуслуги, по звонку в поликлинику, через инфомат в холле медицинского учреждения и лично через регистратуру. Главное быть при этом прикрепленным к медицинскому учреждению и иметь при себе полис ОМС. Кстати, для тех, кто сделал прививку от ковида, вакцинироваться от гриппа рекомендуют только месяц спустя. У переболевших же медотвод сохраняется на полгода. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.